Бұл қандай да бір қорғалатын объект ме? Не үшін тұрсыздар? Сізге ешқандай да сұраққа жауап бере алмаймыз аға. Барлығын барып басқармадан сұрасаңыз болады. Басқармадан. Демек басқарманы тапсырмасыңыз ба сіздерге? Біз сіздерге ешқандай сұраққа жауап бере алмаймыз. Біздің білуімізше бұл жерде қоғам белсендісі Айгерім Тілеужан отыр ғой, иә? Соған бөле берсіздер ме? Аты жөніңізді айтып берсеңізші, Рейдан. Құжатыңызды көрсетіп, аты жөніңізді айтып берсеңіз. Өзіңіз кім боласыз? Қазақ Таймс ақпарат агенттігі, журналист Қойшыбек Мүбәрак. Құжатыңызды көрсетіңізші. Мен сізге ешқандай сұрақтарыңызға жауап бере алмаймын. Енді өзіңіз таныстырсаңыз енді. Сіз ешқандай сұраққа жауап бермей қойыңыз, өзіңіз таныстырыңыз болды. Қазір ғана өздеріңіз көргендей, міне полиция қызметкерлері тұр, бірақ бұлар ешқандай сұраққа жауап бермейтін, жарайды, жауап бермей қойсын, бірақ өздерін таныстырып тұрған жоқ. Саламатсыздар, құрметті Қазақ Таймс ақпарат агенттігі каналының көрермендері. Бүгін 17 ақпан, бұл Алматы қаласы 2-ші ықшамаудан 38-ші үйдің алдында тұрмыз. Бұл жерде естеріңізде болса, өткен жылғы қаңтар кезінде аэропортты басып алды деп айыпталған Айгерім Тілеужан үйқамақта отырған. Қазір ғана біздің Айгерім Тілеужанның адвокаты Айнара Айдархан осы Айгерім Тілеужанның үйінің алдында полиция қызметкерлерін күзетіп отырған туралы ақпарат берген. Әзір ғана келіп, біз осы азаматтардан не үшін тұрған сұрадық. Басқармадан барып жауап аласыздар, біз ешқандай жауап бермейміз деді. Менің өзімнің құжатымды тексерді, көрді, бірақ өздерін таныстырған жоқ. Он жетінші ақпанда Алматы қаласының Әуезов және Алатау аудандарын негіз еткен нөмір 3-ші бір мандатты аумақтық сайлау округінде бүгінде қаңтар қырғынына байланысты үйқамақта отырған азаматтық белсенді Айгерім Тілеужанның сенімді өкілі Әзнепілгеш Айгерімнің тіркеу құжаттарын өткізген болатын. Осыған байланысты болу керек, Айгерім тұрған мекен-жайды өздерін таныстырудан бас тартқан екі полицей таңнан бері күзетіп тұр. Құжатқа сәйкестігі бар екендігін сол туралы айтып берсең? Ассаламу алейкум, здравствуйте. У нас на текущий момент следующая картина, то что ранее Айгерим в сопровождении с адвокатом, учитывая, что у нее этот домашний арест, мера пресечения установлена в связи с событиями Кантары Охригасы. И в этой связи, учитывая, что она ранее планировала участвовать в выборах, даже у нее были намерения создавать собственную партию, но в текущий момент, как говорится, партии у нас нет, она решила участвовать в качестве самовыдвиженца, учитывая, что закон у нас и Конституция это предусматривает. В этой связи, подав соответствующие документы, заявления, биографические данные, по прошествии времени, несмотря на то, что ее удерживали в сведения предоставления со стороны прокуратуры, из-за этого окружная избирательная комиссия не могла по ней принять решение длительное время. И вот сегодня, слава богу, наконец-то они собрались и подтвердили ее соответствие требованиям закона. В текущий момент она не находится в местах лишения свободы, не признана судом недееспособной, не была осуждена, соответственно, не имеет непогашенной судимости, либо осуждена по коррупционным правонарушениям. Сайлау учаскесіне барғанға не кедергі болып тұр? Неге жібермей тұр? Ол туралы түсіндірілді ме? Ну, видите, учитывая, что у нее в то же время домашний арест, мера пресечения, и соответственно, когда орган следствия узнал, что она вот такой шаг совершила политический, да, они решили ее в этой возможности ограничить, потому что для них сам факт того, что человек, находящийся под следствием, являющийся по их делу подозреваемым, еще и баллотируется в депутаты парламента, Мажилиса парламента, это как бы чрезвычайное происшествие получается. Из-за этого они вот пригнали, она должна была сегодня в 15:00 сама вместе с адвокатом явиться в окружную избирательную комиссию, но ее адвокату сказали, что в 15:00 у вас вдруг возник у нее какой-то процесс судебный, куда ее вызвали, а саму Айгерим вот заблокировали, не дали выходить там. Но и она, в принципе, она без адвоката бы никуда не пошла. Вот только для того, чтобы она не прошла и не получила. Адвокат осында келе жатыр. Ну, она только сейчас приедет, а заседание в окружной комиссии было 15:00. И вот из-за этого. Ну, слава богу,
Айгерим, она человек предусмотрительный, ранее она выписала мне доверенность, и я, как ее доверенное лицо, присутствовал на заседании комиссии и получил вот этот документ, который подтверждает ее соответствие. Сейчас единственная вот сложность стоит, это нужно оплатить избирательный взнос буквально до завтрашнего дня и сдать декларацию вот о активах и обязательствах, которые предусмотрены для кандидатов. И вот если Бог даст, это все успеется и предоставится завтра до 18:00, то мы надеемся, что ее зарегистрируют кандидатом, и она сможет заниматься, да, участвовать в предстоящих выборах. Ғимараттың 6-шы қабатында тұратын Айгерімге адвокат Айнара Айдарқан аяғының сынық болуына байланысты көтеріле алмайтын болғандықтан кіреберісте сөйлесуге мәжбүр болды. В настоящее время Тлеужанова и Айгерим представлены сотрудники полиции, участковые Ауэзовского района. Хотя, согласно постановлению суда, надзор за ней должны соблюдать именно Генеральная прокуратура МСОК, а никак не участковые. Это уже нарушение. Потом, в настоящее время следственная группа прекрасно знает, что я ограничена в передвижении. Я справки им отправляла. Они знают, что у меня сломана чашечка. Я не могу, я хожу на костылях. И я не могу к ней сейчас получить доступ и иметь свидание со своим подзащитным. То есть у нас скоро будет уже суд. У нас следствие у нас закончилось, дело передается в суд. Мы должны изучать материалы дела вместе, готовиться к нему, ходатайство писать. Однако сейчас я не могу даже пройти к своей подзащитной. У нас нет конфиденциальной какой-то беседы. По телефону разговаривать не дают, а я подняться на 6-й этаж не могу. Несмотря на то, что есть уважительная причина у меня, например, да, мной написана жалоба, то, что они препятствуют, нарушают. Это конституционное право каждого иметь право на защиту. Так же, как и у меня есть закон, профильный закон об адвокатской деятельности, также Уголовно-процессуальный кодекс, в котором прямо прописано, что я не ограничена во времени и конфиденциальности общения со своей подзащитной. Однако конфиденциальность здесь обеспечить никак невозможно. Мы находимся в коридоре гостиницы, где она проживает, где стоят сами сотрудники участковой полиции, администратор, хозяин заведения и также люди, проживающие здесь. То есть обсудить конфиденциальную какую-то информацию мы никак не можем. Это вообще грубое нарушение прав. Как Айгерим, так и моих прав как адвоката. Тут уже мои права нарушаются. Также мы думаем, что это связано с тем, что Айгерим подала свою кандидатуру в качестве депутата по предстоящим выборам. И она по всем критериям она проходит, потому что в настоящее время она не осуждена, она является подозреваемым лицом, но никак не осужденным. Поэтому мы думаем, мы связываем это с тем, с ее политической деятельностью. О том, что она намерена участвовать в выборах, Айгерим неоднократно говорила. О том, что она намерена создавать свою партию, она тоже неоднократно говорила. И это не является тайной, однако орган следствия сейчас нарушает полностью конституционное право самой Тлеужановой. Это ее право каждого гражданина Казахстана участвовать в выборах, если он желает. И никто его не имеет права ограничивать, тем более Генеральная прокуратура. Она является всего лишь подозреваемым лицом. Дело в суд не передано. Помимо того, что 5 января 2023 года на пленарном заседании Мажилиса генеральный прокурор Асылов объявил на всю страну о том, что Тлеужанова состоит в экстремистской организации и организовала захват аэропорта. Эта новость шокировала всех. Как можно без приговора суда объявить ее виновной? Презумпция невиновности Конституции нарушена полностью. Также эта новость полностью подпортила здоровье мамы Айгерим. Мама Айгерим находилась в тяжелом состоянии, лежала в больнице 3 недели после выступления Асылова. Несмотря на все это, нами, конечно, написана была жалоба. Я летала на прием в Генеральную прокуратуру и в аппарат президента, сдала жалобы. Но мы так это
не афишировали на орган следствия, мы никак жалобы не писали. И они уже в конце... Также хочу сказать, что мы уже подписали протокол об ознакомлении с материалами дела. Это значит, что в настоящее время материалы дела находятся в прокуратуре. Поэтому следователи, следователи МСОК, не имеют права сейчас принимать какие-то решения, ограничивать Айгерим в каких-либо действиях и также представлять каких-то участковых. Наши участковые представились мне только, но они не дали бумагу, приказ, распоряжение, на основании чего они здесь находятся. По постановлению суда надзор за Айгерим должна осуществлять только МСОК. Никакие участковые здесь не должны быть. Однако, и даже если на них они приняли такое решение, что участковые они должны навещать один раз в день, в дневное время суток Айгерим должен навещать не более полчаса, потому что Айгерим является противоположным полом, то есть долго у нее в квартире мужчины находиться не могут. Однако, несмотря на это, с самого утра в гражданской машине двое сотрудников сидят и караулят Тлеужанову. Не дают мне даже с ней переговорить. енді осы енді қандай да бір органда шағымдандыңыздар ма? Шағымдансыздар ма енді? Қандай да бір енді арыз бірдеңе жазасыздар ма? Мен жалобаны жаздым, Айгерим подписала ее, прокуратураға я сейчас дам, поеду, отправлю в прокуратуру и прошу их обеспечить мне, не ограничивать меня в правах. Если они уже заранее объявили ее виновной в захвате аэропорта, если они полностью нарушают права подозреваемых, то они уже сейчас перешли на адвоката. То есть сейчас уже мои права нарушаются. Комиссия мүшелері 18 ақпан күні кешке қарай үміткерлер тіркеу аяқталар шақта Айгерім Тлеужан 17 ақпанда жарна төлеген туралы түбіртегі ұсынды. Үміткерді тіркеуге негіз болатын құжатта үйқамақта отырып ұсынғандықтан құжаттың дұрыстығы күмән туғызады. Сол үшін Алматыдағы нөмір 3 бір мандаттық аумақтық сайлау округі мәжіліс депутаттығына кандидат ретінде Айгерім Тлеужан Еркінбайқызын тіркеуден бас тартады деген хаттама берген.